Сегодня развитие отечественного образования стоит в ряду важнейших приоритетов государственной политики. Именно от учителей, от их самоотдачи и профессионализма, независимо будь то сельская или городская школа, зависит, сможет ли отвечать казахстанское образование вызовам времени и оставаться одним из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны. В регионе успешно реализуется инновационный проект «Город-селу». Сегодня в прямом эфире проекта «Простые истины» мы расскажем о целях и задачах, чем сельская школа отличается от городской, какую методическую помощь и каким школам оказали, а также гости нашего эфира готовы ответить на вопросы наших радиослушателей. Итак, добрый день, у микрофона Лена Тасова. Характерными чертами современного образования, ведущими тенденции 21 века, становятся не только инновационные технологии, но и саморазвитие педагога, профессиональные компетенции, независимо от того, в городской или сельской школе работает он. Вопрос реализации инновационного проекта «Город-селу» актуален, и на сегодняшний день авторам проекта есть что рассказать. Итак, друзья, сегодня в студии прямого эфира методист инновационного центра развития образования Павлодарской области, координатор проекта «Город-селу» Роза Тимиргалиевна Сулейман, заведующая методическим кабинетом отдела образования Павлодарского района Макфура Аубакировна Кауметова, а также заместитель руководителя областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей города Павлодара Бауржан Бисимбаевич Сейталиев, а также руководитель Майкинской средней общеобразовательной школы номер 2 Баянаульского района Жанат Амангазиновна Жумагулова. Добрый день, друзья. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну и первый вопрос к Розе Тимиргалиевне. Расскажите о целях, направлениях профессионального взаимодействия специализированных школ для одаренных детей Павлодарской области и организации образования сельских школ, а также о результатах и перспективах взаимосотрудничества. Добрый день, уважаемые павлодарцы. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы в очередной раз пригласили в эфир. И, пользуясь случаем, конечно, начну с приятного. Поздравляю вас, в вашем лице весь коллектив нашего по-настоящему народного Халык-радио с юбилеем. Отмечу, что 85 лет существовать и быть востребованным – это очень нелегко. Мы признательны вам, что вы работаете 24 часа в сутки. И если говорить о вопросе, который вы задали сейчас мне в контексте нашего проекта, хочу начать немножко со скучного, возможно, с нормативной базы, которая является, наверное, общим мерилом вообще нашей деятельности. Хочу сказать о том, что 12 октября 2021 года постановлением правительства за номером 726 был принят такой серьезный национальный проект, который носит название «Качественное образование. Образованная нация». Но на территории Павлодарской области работа по сокращению разрыва между городскими и сельскими школами началась задолго до этого. Еще в 2019 году Управлением образования был издан приказ, по которому 12 специализированных школ Павлодарской области, это город Павлодар, Экибастуз и Аксу, взяли шефство над сельскими районами. И таким образом между районными отделами образования и специализированными школами был заключен меморандум. Согласно этому меморандуму мы работаем более 3 лет, и целью этого проекта «Город-селу», который разработал и внедрил и продолжает реализовывать наш инновационный центр развития образования Павлодарской области, были разработаны целевые установки. Конечно, они прежде всего связаны с проецированием передового педагогического опыта, накопленного и продолжающего развиваться в наших специализированных школах. И, естественно, направления, разработанные данным проектом, они просто были реально необходимы. Это повышение профессионального уровня педагогических работников на селе. Это, естественно, непрерывный процесс, скажем так. Педагогическая поддержка любых инноваций, любых, скажем так, инициатив, которые педагоги имеют на месте, в своей собственной практике. Конечно, совершенствование управленческой культуры и та самая стратегия командного управления, о котором мы говорим сейчас, на самых разных уровнях,
Это пришло именно из недр инновационных наших специализированных школ. И сейчас вот на территории Павлодарской области разве что самый нечитающий и самый неактивный человек не знает об этом. И трансляция передового опыта, который представляют наши педагогические коллективы, она бесценна. Еще раз повторюсь, я это говорю из эфира в эфир, что Павлодарская область остается флагманом казахстанского образования. И поэтому нам есть что показать. И на самом деле, я хочу сказать, учитель является тогда по-настоящему современным учителем, когда он ежедневно пополняет свой педагогический профессиональный багаж. И в этой связи те самые семинары, вебинары, круглые столы. Еще очень отмечу такую нашу особенность. У нас очень много чатов, которых мы называем горячими линиями. Учителя, руководители школы могут всегда задать вопрос, который им сейчас актуален. И всегда найдется человек с опытом, который на этот вопрос ответит. И подчеркну, что наши специализированные школы, которые сегодня не присутствуют на эфире, это 8-й лицей, 3-я гимназия, это лицей номер 1 Экибастуз, это гимназия города Ахсу имени Сатпаева и другие наши школы, они ежедневно, кропотливо показывают такую работу, которую, может быть, ни телевидение, ни эфир радио еще не осветило. Поэтому ваш эфир для нас – это благодатная возможность показать себя. И я хочу передать слово сейчас моим коллегам по одной простой причине – что 9 сентября 2022 года мы уже подводили некоторые наши итоги. У нас был большой круглый стол, на котором в двусторонней беседе мы выявили новые направления деятельности вот на этот текущий год. И естественно, мы ставим перед собой высокие задачи. Вот из этого системного анализа выросла так называемая успешная практика или панорама успешных практик, как мы называем, которую мы хотим показать на уровне республики. Поэтому я всем желаю удачи, и пусть наш эфир будет по-настоящему плодотворным. Плодотворен он будет, спасибо большое. Друзья, я хочу напомнить телефон прямого эфира 8 705 44 279. Если у вас есть свои вопросы, мы работаем в открытом формате. Продолжаем. Макфуза Абакировна. Участниками областного проекта «Город селу» является 21 школа Павлодарского района, в которых в 5-11 классах обучается более 4000 учащихся. Как организовано эффективное взаимодействие сельских школ и ваших шефов 3-й гимназии и Жаздарын? Есть ли измеримые результаты, которые достигнуты благодаря целенаправленному сотрудничеству? Добрый день, уважаемые коллеги. Присоединяюсь тоже к поздравлению Розы Тимиргалиевны. Успехов в вашей команде. Самое главное, вы всегда с нами. Но важнейшим направлением взаимодействия Павлодарского района с 6-8 школами является повышение качества образования, совершенствование профессионального компетентности, мастерства педагогических коллективов. В рамках сотрудничества с гимназией номер 3 и специализированной школой Жаздарын и отделом образования организована планомерная работа. Гимназия номер 3 для одаренных детей города Павлодара был запущен в гимназии проект «Педагогический экспресс». То есть здесь цель которого была трансляция лучших практик на базе сельских школ. Здесь, то есть, здесь учителя и учащиеся не только были как бы присутствующими, они непосредственно сами делились опытом, включались в этот проект, работали вместе с ними. И одним таким большим примером был проект дебатного движения. И в настоящее время наши учащиеся, педагоги наших школ приезжают к нашим шефам в Жаздарын, и там они участвуют в процедуре дебатного движения. Так. Также у нас на постоянной основе с нашими шефами проводятся круглые столы, вебинары. По субботам наши молодые педагоги приезжают на консультации в школу для одаренных детей. Непосредственно ведется консультативная работа по подготовке к КНТ. И повысилось в этом случае не только качество образования, но и качество преподавания. В рамках сотрудничества педагоги района приняли активное участие в межрегиональном форуме «Педагог МКШ», потому что у нас в районе 14 малокомплектных школ, проблемы профессионального развития. На областном онлайн-семинаре
по формированию функциональной грамотности, который на сегодняшний день тоже актуальный вопрос. Районным методическим кабинетом создан перспективный план по обобщению и распространению педагогического опыта. Вот по итогам прошлого года у нас более 60 педагогов и руководителей получили обобщение опыта через линии инновационного центра образования и по линии Института повышения квалификации педагогических кадров ОРЛЮ. Для отслеживания результатов и работы вот по сотрудничеству, которое у нас вот длится с 2019 года, мы проводили анкетирование, где более 90% наших педагогов сказали, что эта работа носит результативный характер, приносит большие результаты. Но этому есть подтверждение. Я скажу, что вот по итогам единого национального тестирования 2022 года наши выпускники, у нас, конечно, выпускников Павлодарского района, 31 выпускник завоевал государственный грант. Из скольки? Из 132. 41 человек получили гранты в колледже. Да, почти 50% наших выпускников были обладателями гранта. У нас очень много ведется работа по линии с одаренными детьми. У нас есть призеры областных республиканских проектов ЗЕРДЕ, это младших школьников, 2-7 классы, и научных проектов, это старшие классники, 8-11 классы. Наша районная команда была признана лучшей олимпийской сельской командой в 2019 году, в 2022 году. То есть у нас было очень много призеров на областной предметной олимпиаде. Ну, также я думаю, что результатом совместного сотрудничества это достижение школы и педагогов. У нас в 2021 году учитель стала призером областного конкурса «Учитель года». Областной конкурс «Лучшее методическое пособие» – это 3-е место у нас было в 2021-2022 году. Областной конкурс «Лучшее учебное методическое пособие» – 2-е место 2021-2022 год. И в настоящее время наши педагоги, вот непосредственно вот сейчас идут большие конкурсы, где наши шефы нам тоже оказывают поддержку, дают консультативные работы. Вот будет, вот буквально вот скоро будет у нас талантливый детям одаренный учитель, и вот их конкурс наши педагоги участвуют. Но вместе с тем мы, наверное, должны сохранить село, да, потому что сельскую школу нужно сохранять. Потому что здесь, чтобы развивались люди, которые будут вот непосредственно работать в 21 веке, то есть очень такие интеллектуалы, я могу даже сказать. И такой потенциал у наших ребят есть. Чтобы сохранить село, на селе должно быть соответствующие социальные ожидания людей. То есть социальные ценностные заказы общества мы должны выполнять, потому что мы выполняем государственную услугу, обучаем детей. Мы должны работать на каждую конкретную семью, на каждого конкретного человека. То есть вот эти поставленные задачи как бы успешно решаются у нас в районе. Проект профессионального взаимодействия у нас он как бы не завершен. Мы продолжаем свою работу. Это позволяет нам, педагогам, взаимообогащаться, определять свой собственный опыт, как я сказала уже выше, изучать, анализировать, и внедрять практику, то передовой опыт одаренных специализированных школ. И формировать в себе способность рефлексировать себя, то есть достигать каких-то побед. Я хочу выразить большую благодарность инновационному центру, нашим шефам, которые непосредственно сами, то есть большой такой накопленный богатый опыт, он способствует всегда повышению качества образования, процессу преподавания, ну и вообще становлению образования в районе, я думаю. Ну, а в моем понимании работа учителя на селе – это знать лично каждого ребенка, Конечно. его дом, Да. улицу, родителей. Это возможность встретить своих учеников в свободное от учебы время, случайно вот на улице или в магазине, да, в ДК. Также это празднование всех мероприятий вместе с односельчанами. В общем, это спокойствие, тепло, уют, ведь маленькое село – это, как правило, общий дом с родными стенами для всех. Да. Мы Да, продолжаем. если позволите, я хочу вот такой нюанс подчеркнуть. Дело в том, что Павлодарский район, это же можно назвать пригородным районом. Столичный. Да? И специфика этого района была такова, что много лет дети выпускных классов, которые хотели получить, скажем так, крепкое, такое платформенное образование, фундаментальное, они в старших классах, естественно, учились многие в городских школах. И это было не есть хорошо для самого района.
Сейчас последние годы, возможно, благодаря нашему проекту, дети остаются в сельской школе. И от того зависит и процент получаемых грантов сельскими школами. Там Я сейчас говорю, 25%. конкретно говорю о Павлодарском районе, потому что наличие таких тесных связей со специализированными школами, поиск одаренных детей, взращивание их на месте, оно, во-первых, для родителей стало благодатным. Не нужно думать, как ребенка в городе содержать. Не нужно переживать за ребенка. В этой связи, конечно, в интернатной системе, вот у нас коллега будет из Амлиот, он тоже, возможно, подчеркнет, что сейчас очень много детей из отдаленных районов. То есть это показатель того, что шефствующие школы над Павлодарским районом, они по-серьезному к этому вопросу подошли. И на самом деле реально работают на каждого ребенка, на каждую семью, и в целом решают ситуацию не только в нашем регионе, но и в республике, потому что хорошие выпускники школ, они становятся хорошими специалистами. Рустам Ергалиевна, ну и в продолжение вопрос. Какие еще районы участвуют в этом проекте? Все районы? Все районы. Вы знаете, я хочу сказать, на самом деле все 14 районов Павлодарской области работают в данном проекте. Более того, я хочу сказать, как-то недавно мы небольшую статистику поверхностную делали. И вот на текущий момент, вот на первый квартал 2023 года мы отметили, что более 4000 учителей и, соответственно, более 7000 учащихся, преимущественно старших классов, активно участвуют в тех мероприятиях, которые проводятся в рамках проекта. Я хочу сказать, на самом деле, инновационный центр не ограничивается одним проектом. У нас реализуется 12 проектов. И в этой связи надо подчеркнуть, что у нас есть так называемые весенние, зимние школы для детей сельских зон, чтобы поднять прежде всего вот над повышением качества образования мы работаем, чтобы действительно по-настоящему сократить разрыв между городом и селом. Что такое повышение качества? Это прежде всего устранение пробелов. И самые сложные, трудновоспринимаемые темы отрабатываются не только с учителями, то есть дается им механизм работы над этими темами, но мы прежде всего работаем на учеников. Zoom и интернет на селе – это решило все проблемы того, как ребенку получить качественную консультацию. Более того, специализированными школами проводятся еженедельные, субботние консультации для детей одаренных по трудным темам, для учителей семинарского характера. То есть все то, что новое приходит в специализированные школы, оно тут же дуплицируется на сельские районы. Поэтому это огромная работа. Но вот я хочу подчеркнуть, что в эфир приглашен Павлодарский район. В эфир приглашен Баянауульский район. Я могла пригласить еще Иртышский район, например, Аксу, город и сельскую зону Кивастуза. Я думаю, что наши коллеги обязательно Акулы, побывают да? в этой студии. Это те районы, которые уже показывают то, что они получили от специализированной школы. То есть, наконец, на третий год реализации этого проекта у нас уже сельские школы показывают свою инноватику. Продолжаем. Бауыржан Бисимбаевич, вот какие объективные условия создает лицей-интернат для одаренных детей для включения 23 школ подшефного района в профессиональное сотрудничество по всем направлениям инновационного проекта «Город-село»? Ну, во-первых, добрый день. Хотелось бы присоединиться к поздравлениям своих коллег, поздравить ваше радио, администрацию, всех журналистов, всех работников этого радио с такой знаменательной датой. Пусть эти 85 будет не раз, а много-много раз. Спасибо. Что касаемо нашего сотрудничества, сотрудничество действует по 3 направлениям. Первое – это работа с администрациями школ. Второе – это работа с педагогическими коллективами школ. И третье – это самое основное для нас – это работа со школьниками. Со школьниками именно мотивированными, которым это нужно. Сами Ну, вы как понимаете. правило, это старшеклассники. Да, как правило, это 9, 10, 11 классы. 9 классы для подготовки
государственным экзаменам, где-то мы можем подсказать с поступлением в колледжи, в какие можно поступать колледжи, то есть профориентационную работу ведем с ними. Что касаемо 10-11 классов, это их самая главная всегда задача и вопрос, который они поднимают, это подготовка к ЕНТ, где наши учителя делятся своим передовым опытом, подсказывают, как готовиться, сколько времени уделять. Плюс, помимо этого, идет реальная работа с решением задач как по алгебре, да, вот математика, также и по физике, по всем остальным предметам. Всегда составляется график, в рамках которого ученики всегда выходят на связь. Вот как сказала Ростя Миргалиевна, пандемия нам открыла очень хорошую возможность в виде зума. Если ранее мы не представляли связь там с селом, мы всегда думали, о, это надо ехать, это надо то, надо 5-е, 10-е, столько много вопросов возникало, то сейчас это очень легко и просто организовать Zoom, ученики готовят свои вопросы, проблемные задачи, вместе с учителями отрабатывают. Это вот что касаемо сотрудничества именно работы со школьниками. Что касаемо с педагогами, то тут, конечно, самое главное для них это как проводить уроки. Наши учителя-стажисты делятся опытом по составлению разработки уроков. То есть в школу же приходят молодые педагоги, для которых во многом вот эти вся нормативно-правовая база, все разработки уроков, это практически темный лес, и они пугаются, что к чему, столько много букв, столько много запросов. Мы же со своей стороны, вот эта вот паника, которая у них возникает, мы ее тушим и объясняем, что этого бояться не нужно, и планомерно с ними работаем. Ну, потому что это царство в государстве. Да, вот. Что касаемо администрации, то здесь мы, соответственно, делимся опытом своим, как работаем с нормативно-правовой базой, как мы составляем планы. Говоря, допустим, по своему опыту, то мы, допустим, обычно с коллегами с района Акула садимся и прям составляем план воспитательной работы вместе сообща. Потому что, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. И тут, вы знаете, я бы хотел бы коллеги отметить, когда всегда говорят о разнице между селом и городом, да, есть ведь хорошая фраза «Аул ель бесігі». Деревня – это колыбель страны. И говорить о том, что в деревне уровень качества образования ниже, чем в городе, так тоже нельзя. Может быть, по каким-то позициям и есть, но если вспомнить нашу же историю, это как учитель истории, начинаю все это вспоминать, ведь великие люди, они все выходцы из сел. И те наши герои, которыми мы гордимся на всю страну, на весь мир, они все выходцы из деревень. Это ведь значит говорит о том, вот что... мы говорили с моим коллегой Мигетом, когда шли на эфир. Да, ведь это говорит о том, что не важно где, важно учиться. Если ребенок хочет учиться, он везде будет учиться. И таких примеров очень много. Тот же, если брать зарубежную, там, соседнюю историю России, Ломоносов также пешком шел до Москвы к знаниям. Сам он выходец из деревни. То есть, какой великий ум и какой великий человек. Поэтому мы, допустим, как раз-таки, у нас не идет такое отношение формального, что мы ваши шефы и мы вас обучаем. Нет. Сейчас мы у вас нас, научим. да, у нас такого абсолютно общения нет. У нас всегда идет диалог. Мы ездим к ним, они приезжают к нам. Мы проводим для них мероприятия, либо которые мы проводим общелицейские мероприятия. Мы сейчас взяли в практику приглашать обязательно команды именно с района Акула. Проводили книжный квест, мы пригласили отдельно 6 команд района Акулы, для них провели книжный квест, показали, как организовать этот квест, они познакомились с этой игрой. Вот впереди у нас завтра будет игра, математическая игра «Гонка за лидером». Мы также пригласили две команды с района Акулы. Они вместе будут состязаться с городскими командами. То есть вот эта вот практика, что мы их приглашаем на мероприятие, она у нас очень хорошо пошла.
и по дебатному движению мастер-классы мы проводим. Помимо Зума мы их и приглашаем к себе на базу. То есть тут главное, знаете, у нас всегда идет самая главная задача — это диалог, общение, потому что где-то даже мы учимся у сельских учителей, у администрации сельских школ. Многому мы учимся. Если говорить про наш конкретно район, с которым мы сотрудничаем, район Аккола, то я, допустим, могу смело и положа руку на сердце сказать, что по моей, допустим, части, по моему фронту воспитательной работы, район Акколы просто в передовиках. Там отдел образования так выстроил четко работу, что ни один проект, ни один конкурс не проходит мимо района Акколы, и они активно принимают участие и всегда выходят победителями. То есть, допустим, для меня как раз-таки это тоже как своего рода стимул. Я смотрю и думаю, когда вот мне там хватает там профессиональное выгорание, сейчас же любят говорить, у меня профессиональное выгорание. Я потом просто-напросто смотрю на свою коллегу с района Акколы, методист Азим Нурлановна. Я смотрю, как она работает на селе, как она раскачивает 20 с чем-то школ. А я тут сижу и своих 300 детей, о каком вообще можно профессиональном выгорании говорить, если тут человек 23 школы тянет и воспитательную работу так выстроил, что везде всегда говорят: о, да, район Акколы по воспитательной работе везде всегда участвует. То есть как бы наша главная задача в этом сотрудничестве делиться своим опытом и узнавать у них новое. Благодарю. Жанна Магазиновна, какое из направлений профессионального сотрудничества из практики 8-го лицея наиболее востребовано педагогическим коллективом Майкаинской средней общеобразовательной школы номер 2 и транслируется в реальных условиях сельской школы? Я так понимаю, что вас курирует 8-й лицей, и вы в ногу шагаете с городской школы. Ну, добрый день, коллеги, слушатели Халык Радио. Хочется поздравить вас с такой знаменательной датой. Успехов, творчества. Спасибо. Спасибо, что предоставили такую возможность вот в прямом эфире рассказать о своей сельской школе Майкаинская СОШ номер 2 Баянульского района. Где обучается? Где обучаются 812 учащихся. Это 47 класс-комплектов. Школа очень большая. Что хочется сказать. В 22 году нам предложили сотрудничество. Вот, на выбор дали нам 2 школы. Мы выбрали 8-й лицей. Почему? Потому что наш поселок горнодобывающий. И нам нужно было именно направление естественно-математическое. 8-й лицей очень давно работает в этом направлении. И запросами наши были именно продвижение научных проектов. Проектов и как для учителей, так и для учащихся. И вот проекты являются для решения вот, проблем нашей школы наиболее такие актуальные вопросы. И вот в 2022 году мы начали внедрять проект «Цифровой учитель». Этот проект успешен. Да, успешен. Цифровизация сейчас, цифровой Казахстан, он актуален, востребованный. И вот подсчеты идут, принимаем анкетирование, все, вот, пользоваться QR-кодом. Сейчас время такое. И вот, вот этот проект имеет свое, как бы, свои результаты. Наши учителя уже проводили вебинар на республику применение возможности онлайн-мектеп, как подготовить ученика к МАДО. Да, и заняли призовое место. Вся моя администрация, она полностью отчетные все данные принимает через Google форму. Так. Затем свободно пользуются различными платформами на уроках.
во время объяснения нового материала, во время получения обратной связи. То есть вот эту площадку, как усовершенствовать, мы получили с 8-го лицея. Через что получили? Переполучили мы это через семинарские занятия, которые они нам организовывали, как в Как офлайн. часто? Раз в месяц. Еженедельно это у нас идут занятия по предметам, по ученикам, это по учителям, учащимся. А раз в месяц моя администрация, команда вся выезжала, дети, учащиеся, учителя выезжали на базу 8-го лицея, и они проводили вот эти вебинар-семинары Здорово. обучения. Затем давали нам задания, да, эти задания мы выполняли. То есть не просто поговорили. Не просто поговорили, забыли, да. да. И также, как сказал мой коллега, проводят они мероприятия, обязательно подключают нас. Обязательно мы с ними вместе. Как учителя наши, педагоги, так и наши учащиеся. Здорово. Самое важное в работе учителя – искренне любить свое дело, любить детей. Максимальных результатов человек достигает только тогда, когда действительно болеет своим делом. Друзья, сегодня в проекте «Простые истины» мы говорим о инновационном новом проекте «Город-село». Совсем немного времени у нас осталось с вами. Я понимаю, что учителя любят говорить 45 и более минут. И тем не менее, друзья мои, такие философские вопросы. Как не перегореть педагог? Кто начнет? Ну, я думаю, чтобы не перегореть, надо любить свою профессию. Так. Так. Поэтому я вот более 40 лет, да, имею педагогический стаж, и все время вот так это стремлюсь, работая в отделе образования, в то же время преподаю в школе. В школе вообще отдыхаешь, когда любишь свой предмет. Работа над Да, собой. над собой. Работа над собой. Угу. Ростимир Галиевна, вот что, на ваш взгляд, главное в работе учителя? Ну, я не устану говорить о том, что на самом деле любой учитель не должен замыкаться в рамках своего предмета. Если учитель увлекающийся натура, у него ежедневно найдется что-то новое. А новое на самом деле человека мотивирует, во всяком случае, дает какой-то новый толчок. Поэтому, конечно, надо, кроме работы, иметь какие-то увлечения. Читать, театр, спорт. В конце концов, сейчас пропагандируется просто прогулочная ходьба. Поэтому я думаю, что перегореть в нашей профессии, в принципе, наверное, возможно. Но если ты умеешь переключать себя, я думаю, что это не случится. Я так понимаю, что Бауыржан Бисимбаевич вот среди нас самый молодой коллега, да? И вот у меня к вам такой вопрос. От каких ошибок вы бы предостерегли начинающих педагогов? Нет, каких? Учитесь, На ошибках учитесь, учатся. учитесь. Я Это всегда жизнь. говорю, не надо бояться ошибок, нужно их принимать. Нужно уметь извиняться, нужно уметь признавать поражение и делать для себя это, брать как урок. Но бояться ничего не нужно. В этой работе бояться, главное, нельзя. Будешь бояться, тебя поглотит твой страх, и ты не сможешь работать. Главное не бояться. Всем Отлично. известно, что учительское счастье слагается на ученических победах. Какими же должны быть ученики-победители и как в современном мире воспитать добрых, отзывчивых детей? Жанна Тамангазина, на ваш взгляд. Ну и, конечно, Добрых, Карина, подключайте отзывчивых дополнительно. детей на своем примере. Через свои дела, через свои поступки, через себя вот пропустить как личным примером. Мгм. Вот. И в наше советское время нас учили воспитание, отзывчивость, любовь к родине, да, через произведения, через такие добрые, хорошие советские фильмы. Говоря о советском образовании, как вам кажется, в чем разница между современными детьми и детьми предыдущих поколений? Вот я знаю, что Ростимир Галиевна, у вас стаж более 40 лет, у нашей гости Махфуза Албакировны тоже более 40 лет. Дамы, на ваш взгляд. Вы знаете, если человек живет в ногу со временем, мне кажется, сравнение того поколения или иного поколения, оно стирается по одной простой причине.
наши дети соответствуют своему времени. Да. Поэтому я не могу сказать, что они там более образованы. Да, конечно, в техническом плане, да. Но в плане того, что отличает молодежь вообще, скажем так, от моего поколения, это, естественно, импульсивность, это желание действовать. Оно было всегда и будет, надеюсь. Но вот, возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, Жанна Тамангазин, я хочу сказать, гордость учителя – это не олимпийцы, не ученые, а просто состоявшийся человек, который сам себя уважает. В моей практике выпускников, слава богу, которые себя не уважают или себя не нашли, не было, по-моему, вообще. А второе, по поводу доброты, милосердия, мое, вот, скажем так, уже опытное и зрелое мнение – это учить собственным примером. В то же время мы должны, наверное, придерживаться национальных традиций, да? Вот национальные традиции наших предков, вот это тоже как бы символизирует нашу молодежь, быть добрым, отзывчивым. Но отличие от нас, вот современной молодежи, от нас, это их креативность, да? Они такие прозрачные, они амбициозные, ставят какие-то высокие цели себе. Да, молодежь сейчас действительно креативная. Креатив. Вот хочется добавить, да, вот у меня в своем коллективе, у меня 92 педагога, да, из них до 35 лет у меня 41 педагог. Великолепно. 50%. Да. 50%, да. У меня в этом году 17 молодых специалистов. Да, и вот 3 года, вот последние 3 года у меня очень много молодых специалистов, да. И что хочется ответить, сказать, что, знаете, молодежь сейчас совершенно по-другому креативно мыслит. Такие порой бывают, нам задачи ставят, да, и они совершенно думают по-другому. И хочется сказать, что вот у меня внедряется с прошлого года проект «Жарык». Этот проект имеет большую сейчас, ну, как, популярность, аудиторию. Вот сейчас буквально мы на республиканский уже уровень вышли с этим проектом. А этот проект родился благодаря моим молодым специалистам, которые работают 3-й год. Да. И, кстати, они здесь на Халык радио тоже были, на Иртыс радио, да? Они были Халык радио, да, они были в прямом эфире, и тоже они рассказывали о своем проекте «Жарык». Это интеллектуально-игровой обучающий проект. Новый инновационный проект. Божен Семенович, ваше видение. Знаете, я не знаю же поколения тех учителей. Единственное, что я могу сказать, что мы ничего не боимся. Педагоги нынешней формации, мы ничего не боимся. Для нас нет ничего невозможного. Для нас конфликт в процессе работы не страшно. Мы можем поконфликтовать, прийти к общему, дальше идем. Мы не будем задумываться или там мозговать, ходить обдумывать это, обижаться. Нет. Мы тут же в процессе работы поругались, пришли к истине, пошли дальше. То есть не зацикливаемся. Вот это, наверное, то, что нас отличает. И если мы хотим этого, то мы это сделаем в любом случае. Благодарю вас, друзья. Наши предки почитали просветителей и педагогов. Они пользовались особым уважением в народе. Так и сегодня педагог должен соответствовать этому высокому званию и быть эталоном образованности и порядочности. Все зависит от каждого из нас. Важно все, как мы преподаем, выглядим, разговариваем и ведем себя. Это должно быть безупречно. Только тогда мы займем достойное место в сердце каждого ребенка. Я хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире проекта «Простые истины» мы рассказали о целях и задачах проекта «Город-селу». В студии работали методист инновационного центра развития образования Павлодарской области, координатор проекта «Город-селу» Роза Тимиргалиевна Сулейман, заведующая методическим кабинетом отдела образования Павлодарского района Макфура Аубакировна Кауметова, также заместитель руководителя областного многопрофильного лицея-интернат для одаренных детей города Павлодара Баужан Бисимбаевич Сейталиев и руководитель Майкаинской средней общеобразовательной школы номер 2 Баянаульского района Жанна Тамангазинна Жумагулова. Мы благодарим вас за встречу, желаем крепкого здоровья, новых творческих идей и, конечно же, благодарных вам учеников. Взаимно. Спасибо большое. Друзья, к
сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу напомнить, что сегодня в студии с вами для вас работали звукооператор Медет Закарьянов и я, Гулейн Тасова. Берегите себя, берегите близких.